Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. Телеканал БСТ, прямой эфир программы «Салям» продолжается. В студии по-прежнему Юлия Санбердина. И меня зовут Севуш Шармадзаде. И мы продолжим тему и паводка, и водных ресурсов Башкортостана. У нас сегодня в студии очень интересный гость, который много важных моментов нам объяснит, я надеюсь. Интересного расскажет. Да, начальник отдела водных ресурсов Республики Башкортостан Камского бассейна Водного управления Федерального агентства водных ресурсов Виталий Тюр. Виталий Артурович, доброе утро. Доброе. Я надеюсь, правильно сказал вашу профессию, вашу специальность. Мы старались. Это словно скороговорка с утра. Ну вот из новостей мы знаем, что весенний паводок сильнее всего, по крайней мере сейчас, затронул Оренбургскую область. В Башкортостане как дела в этом плане обстоят? Ну, в принципе, территория Башкортостана как раз граничит с тем районом, где произошла вот эта ужасная трагедия. Мы, конечно, все очень сожалеем, как и вся страна, вот случившемуся вот этому моменту. Но я бы хотел сказать, что, значит, вот этот случай, он крайне неординарный, потому что, по моим сведениям, то, что произошло в Оренбурге, это был очень редкий паводок, такой сильный, так скажем, но есть термины, так сказать, специальные, я уж не буду зрителей Смущать, да? грузить этим делом. Да. Значит, последнее такое половодье наблюдалось в начале 50-х годов прошлого века, то есть 70 с лишним лет назад. Это как бы очень серьезно. Поэтому, к сожалению, вот такое сильное затопление, подтопление там, и аварии гидротехнических сооружений произошли. Значит, нашу территорию это тоже коснулось именно в зоне Зауралья нашего. Это степные районы, это Хайбулинский район, Баймакский район, частично Зелаирский район. Там пики половодья уже прошли. Там у нас расположено 4 крупных гидротехнических сооружения. Они работали на пределе своих возможностей, так скажем. Ну, вот и до сих пор, так сказать, притоки там очень, по рекам очень серьезные. Но ситуация уже стабилизировалась. То есть пики прошли там. То есть никаких ущербов серьезных, так сказать, никаких там аварийной ситуации не было. Хотя там фейки распространялись на эту тему. Ничего подобного не было. Слушайте, в том году было самое малое половодье зафиксировано. 2 года назад было наводнение. Вот и складывается вопрос. Не наводнение прям, паводок. такой высокий паводок. Вообще, есть ли какая-то возможность регулировать? Или мы не зависим от стихии? Такие возможности, конечно, есть, в том числе и в Башкирии. Вот у нас же, вот вы знаете, что в бассейне реки Белая есть 3 крупных водохранилища. Это Павловское, Юмагузинское и Нугушское. Но, к сожалению, полностью проблему снять невозможно. Именно регулированием развития половодья вот этим водохранилищем, потому что объем их относительно или очень небольшой, так скажем. Если брать, вот, предположим, опять же, Оренбург, вот там у нас находится не у нас, а на территории Оренбургской области Иреклинское водохранилище, его объем 3 кубокилометра. Так, а наши самые крупные? 1,4 кубокилометра. В 2 раза больше. В 2 раза меньше Павловское водохранилище, чем Иреклинское. И то вот там произошла вот эта ситуация, так сказать, и Иреклинское водохранилище, к сожалению, так получилось. Да, поэтому здесь мы можем только минимизировать, при сильных половодьях, минимизировать какие-то ущербы, которые могут происходить, так сказать, и происходили в прошлые года, как вот вы сказали. Вот, в таком плане. Вот, например, вот Павловское водохранилище, прогноз вот, половодья этого года, ФГУ Башкирского УГМС дало, что вот объем половодья, именно половодья, значит, от 4 до 5,2 кубокилометра. То есть к Павловскому водохранилищу должно прилететь. Ого! Вот. Учитывая, что 1,4. А свободный объем, который Павловское водохранилище может аккумулировать, чуть больше 800 миллионов. Ну вот представляете, да? То есть если даже 4 кубокилометра пролетает, то есть свыше 3 кубокилометров транзитом через Павловский гидроузел попадает в район города Уфы, так сказать, и ниже по течению. Вот такая ситуация. Ограниченный ресурс. Да, и наша как раз задача, нашего вот как раз отдела, в том числе, значит, и вот у нас есть специализированный орган, значит, который занимается вот проблемами регулирования. Это, значит, вот как раз вот
выполнить регулирование режима работы водохранилищ в таком плане, что вот минимизировать вот эти вот возможные ущербы от затопления и подтопления. Раз мы заговорили про Павловку, давайте вспомним, что вот буквально в прошлом году был ремонт самого Гидроузла, гидроузла, да, вот это слово искала. Там дорогу же Дорогу перекрывали, перекрывали. насколько Вот в этом году вообще все ли нормально? Мы услышали в Центре управления республикой, что проводились какие-то исследования, то есть плотина наша держит, все хорошо. Да, ну, там следует отметить то, что, значит, вот Павловский гидроузел состоит из нескольких, так скажем, частей. Вот, в том числе там есть единственный у нас в республике шлюз, то есть, который как бы, ну, опосредовательно, то есть он в составе гидроузла, естественно, но опосредовательно, так сказать, относится к самому гидротехническому сооружению, которое выполняет, значит, работы по регулированию стока и по генерации электроэнергии, да, гидрогенерации. Вот, то есть там же у нас ГЭС находится. Да. Вот. Шлюз не относится к собственности башкирской генерирующей БГК, башкирской генерирующей компании. Это, значит, у них Камская Камводпуть. Есть такое предприятие, которое вот у нас участок, Бельский участок водных путей в Уфе находится. Они который, отвечают так сказать, вот, они за это отвечают. И вот как раз вот этот шлюз несколько лет ремонтировали. И в связи с этим перекрывали вот проезжую часть по гребню Павловского водохранилища. Ремонт завершили. Ну, то есть я правильно понимаю, что это одна из самых важных частей вообще Ну, в том для числе, нас, да, то есть... конечно. Неважных в гидроузлах не бывает. Да. Там все важно. То есть вот как раз мы подготовились к этому половодью, к этому паводку, заблаговременно проведя вот эти работы. И Да, мы ну, можем там 3 надеяться... года проводили ремонт вот этого шлюза. И как нам повезло в прошлом году, да, что был маловодный период, и мне кажется, это как будто облегчает работу, заботу. Связано с этим всем, да. А как в дальнейшем будут работать водохранилища? Ну вот, например, Павловская. Какие планы? Ну, как я сказал, вот у нас на территории Зауралья башкирского пики половодья уже прошли, хотя паводок половодья продолжается. Как бы там, значит, ситуация еще не закончена, вот это дело, все на контроле находится. Значит, по территории предуралья, так скажем, ну, вот бассейн реки Белой, значит, ситуация складывается каким образом? То есть у нас же есть здесь и горные реки, горно-лесная зона, значит, и степная зона. Вот по степной зоне, в принципе, тоже пики половодья на степных реках. Это Ашкадар, Стерля, Уршак, значит, Дема та же, значит, Чермасан, Кармасан, ну и ряд более мелких рек, там уже пики половодья прошли. Но в любом случае, пока, так сказать, притоки на этих реках тоже еще очень высокий уровень. Высокие, как бы половодье продолжается, но пики прошли. А вот реки, расположенные в горно-лесной зоне, это у нас на территории, это говорит, это Инзер, Лемеза, там, ну вот такие реки, Сим да? тоже, да? Сим, значит, ну он в Челябинской области у нас идет, там половодье, так сказать, продолжается, и пиков еще не наблюдалось. Не достигли. Вот, в том числе и притоки к Павловскому водохранилищу, это Юрюзань, Ай, там вот такие реки, там, так сказать, пиковых нагрузок и по самой реке Уфа со Свердловской области, там пиков еще не было. То есть мы в ожидании. Все еще грядет. Ну, Да, надо сказать, что межведомственное заседание же проходит Да, постоянно, межведомственная да? рабочая группа по регулированию Против режима работы Паводкова. водохранилища. Это все как раз. как бы они держат руку на пульсе. Да, это мы как Ну, раз. да, вот Ну, как да, раз я говорю, таки держат совместно, руку на пульсе. Ну, совместными усилиями Да, вот этот регулируют орган как раз. образован приказом Федерального агентства Росводресурсов в 2016 году, 2016 году. Это так интересно на самом деле, тут так много Одного эфира, нюансов. много вопросов, а эфира одного недостаточно, поэтому, Владимир Анатольевич, но я думаю, что это не последняя наша встреча. Вы с нами обязательно увидите столько нового сегодня. Ну вот коротко, да, что нужно делать жителям, которые могут находиться в зоне подтопления? Куда-то звонить, где-то Ну, следить? вообще, есть такое понятие паводкоопасная территория. Ага, это можно Они найти. определены республиканским нормативным документом, распоряжением. Не буду называть его, засорять, так сказать, эфир названием. Таких населенных пунктов свыше 300 в Башкирии. А где можно найти эту информацию? Эта информация есть в свободном доступе Можно в на
интернете Да, найти, она есть, это можно ее найти без всяких проблем. И сейчас в 2014 году было, значит, поручение правительства Российской Федерации определить зоны затопления официально, чтобы уже было, чтобы они были в Росреестре, значит, чтобы были во всех, значит, люди знали, базах градостроительных там и так далее, так далее. То есть строительство в этих зонах, оно не запрещено, но оно имеет при свои определенных риски. условиях. Да. То есть должны В общем, быть обеспечена безопасность от затопления и подтопления. То есть строительство защитных сооружений, дамб или поднятие уровней этих территорий, где... Поэтому лучше заранее ознакомиться, да, с местом, где хотите строить. Да, или где-то. ну